Всем привет! Салем. С вами подкаст «Женщины беспокойного ума» и его авторки, ведущие, Меня зовут Айнур Мазибаева. а я Игуль Черендинова. Очень рады, что у нас очередной выпуск, и мы сегодня поговорим на очень любопытную тему. Который касается каждой из нас, и особенно касается специфики нашего подкаста. Мы про женщин. И про традиции. Так вот, откуда родилась наша тема? Дело в том, что когда я готовилась к одному из выпусков, я наткнулась на любопытное и свежее социологическое исследование, которое происходило в Карагандинском регионе. И это было в 2020 году, относительно свежие данные, и эти исследования касались именно женщин и традиционных практик, которые проходят в казахских семьях. Так, подожди, ты прям сходу в карьер перешла. Я хотела тебе вообще задать вопрос для начала. Ты сама как относишься к традиции? Это слишком, конечно, абстрактно. Будем говорить к тем традициям, которые соблюдаются в нашем казахстанском обществе. Наверняка ты сама участница была некоторых обрядов, традиций. Вот что ты вообще по этому поводу думаешь? Сначала я думала, что я вне этого контекста. Я такая современная, сначала девчонка, потом женщина, и меня это не касается. Я, скажу честно, я европоцентричный человек, но это было когда-то. Теперь я все больше и больше опираюсь на то, что видела в своей собственной семье. Там учусь делать жеты шельпек, я знаю точно про важность хыркынан шығару. У меня растет маленький племянник, я прямо так страдала в пандемию, когда он делал первые шаги, ему делали вот эту саукесер. Я страдала, что я не могла быть рядом со своей семьей, потому что мы все в разных городах жили в этот момент. То есть я теперь считаю, что традиции важная часть, которая определяет в том числе мою собственную идентичность. А она у меня, конечно, что я в первую очередь казашка, я не француженка, как бы я не любила Англию, я не англичанка. Вот. И не буду ей, скажи. И не буду ей. Да, я просто недавно прочитала в соцсетях, там, в очередной раз, мы про то, конечно, уже говорили, но опять кто-то назвал все эти архаичные примочки, типа қалым, там, приданое, да зачем это надо? И все эти традиции давно должны исчезнуть. Ну и как бы совершенно резонно кто-то ответил в комментарии, что не будет этих традиций, не будет нас как нации. Вот с этим ты согласна? Да. Я когда-то была свидетелем того, как начиналась, глобализация. То есть так громко это звучит, но я серьезно говорю, что когда-то, когда я жила, тогда этот город назывался Семипалатинск, сейчас он Семей, и тогда нам первый какой-то иностранный специалист давал интервью, и он говорил: глобализация, т-т-т. Я думаю, о чем человек это говорит? Это было конец 90-х годов, я тогда работала на Семипалатинском телевидении. И вот глобализация, мы плоды этой глобализации, у нас тут Макдональдсы, там, не знаю, это не реклама, хотя могла бы быть, вот, у нас там, не знаю, Зара и все такое, да, но при этом все более и более мы обращаем внимание на то, что, интересно, узор как у казахов, да, смотрите, а здесь в коллекции там, на ковре вот как у кочевников постелено, да, то есть и мы уже считываем в коллекции Дольче Габбана свои мотивы. Да, это все возвращается, и она как раз, именно вот эти элементы, они как раз прошли проверку времени. Ну вот это тебе не кажется, что это просто появилась у нас какая-то заточенность на собственном, на аутентичном, только потому что мы в теме, но мы занимаемся вопросом, там, изучаем с точки зрения этнографии, антропологии и прочее. Может быть, всех остальных как-то это, наоборот, раздражает? Ну, вообще-то, мне кажется, что запрос аудитории есть. Это видно даже по всяким комментариям в соцсетях, шумихи какой-нибудь. Ты что, вот смотрите, у нас скоро выйдет выпуск, или уже на канале есть, про деколонизацию и постколониальный дискурс. Какой был вообще скандал в соцсетях, когда к нам приехали сюда российские идеологи, не знаю, представители каких-то образовательных центров и начали нас учить собственной истории. Типа не надо раздражаться. Да, и тут вот все поднялась волна. Да мы казахи, все начали вспоминать тюркские корни, начали там все. Запрос есть, интерес есть. Он, конечно, такой криво-косо реализуется,
Но вот я тебе упомянула про Ну, масс-маркет. Я тебе говорю, девчонки прямо с удовольствием что-то носят, если это что-то этническое. И они радуются, когда что-то в коллекциях увидят, ну, узнают. Это, ну, как-то это не не надуманно. сразу, да, не сразу как бы это видно, но на это откликается мгновенно человек. Прекрасно. Как Ну, я что откликнулась ж, на вот это, на вот это исследование. Мы к нему да-да-да. перейдем наконец или нет? И переходя к этому исследованию, мы часто с тобой в своих выпусках все-таки говорим о том, что хранителем и, наверное, как сказать, переносчиком, Проводниками, да, проводниками да. традиций все-таки являются женщины. Воспитание в семье, как бы этим занимается Да. женщина. И традиция это в любом случае часть нашей ментальности, часть того, что мы впитываем в молоко матери, и то, что, опять же, женщины передают, начиная с колыбельных, начиная с первых запретов, табу, это все часть как бы традиции, правильно же? И в этом смысле логично, что социальные исследования, которые проводили по теме, да, вот этой о традициях, оно было проведено именно среди женщин. Да, Расскажи, о чем оно было и какие все-таки результаты там были. Там да. много цифр, предлагаю опираться на подсказку. Было опрошено 360 женщин. Это были женщины-матери, у которых было 4 и более детей. О, Боже. Возраст от 25 до 45 лет. Это самая активная аудитория, прослойка общества. Она и, в общем, определяет будущее нашей страны, нашей нации. И исследователи пытались выяснить, как устроено многодетное материнство в казахских городских семьях. И они как раз обращали внимание на то, какие традиции до сих пор актуальны, какие нет, как это объясняется. И это голос женщин, наших современниц. Очень любопытно. Да, я поэтому, ну, когда тебе рассказывала вот так с горящими глазами, надеюсь, эти горящие глаза сейчас вернутся, вот, мне понравились несколько ответов, и я вот с них прямо начну. Давай, Смотрите, жги. у женщин спрашивали, зачем нужны традиционные практики ухода за детьми? 38% женщин ответили, это наши традиции. 28% это позволяет сохранять казахскую культуру. 23% говорили, все так делают, и за этим строго следят старшие, говорили по 5%. То есть сейчас я переведу на человеческий язык, как мама. Свежеиспеченная относительно сегодня. 3 раза мама. Да. 7 лет. Мы смазываем курдючным жиром, потому что такая традиция. Мы смазываем, ну да, или потому что бабушка так говорила. Да, или там, например, делаем купать по соленой воде. Купать в соленой воде, потому что сколько так? 28% говорят, что это позволяет сохранять казахскую культуру. Ну да, думаю, может быть, это те 28%, Не которые что-то если читали. бы у меня спросили, я бы сказала, что ну логично же, что соленая вода укрепляет, обеззараживает, да, обеззараживает и помогает какие-то защитные функции кожи. Ну, хотя, не будем может быть, забывать, педиатры что... бы со мной поспорили. Ну, не будем забывать, что сейчас, правда, есть такой запрос, женщины, правда, интересуются, как это раньше было устроено, почему так было устроено и так далее. Женщинам-казашкам задавали вопрос, какие из перечисленных выше традиций они считают важными и нужными, или неважными, или ненужными. И вот 100% ответили, что такие традиции, как Карканан-Шахару, купание младенца на 40-й день рождения, и Тусау-Кесу, обряд перерезания пут, один из самых важных и нужных. 65% считают традиции Бесеки-Салу, мероприятие, когда младенца первый раз кладут в бесик, то есть колыбельку, качалку, важные и нужные. Но 35%, то есть уже не 100%, считают, что эта традиция изжила себя. Не очень важная, да. Ну, здесь как бы объективность. Ну, колыбельку в доме не в каждом встретишь. Ну, я помню, что когда с первым ребенком я сидела дома, я очень часто на форумах, тогда еще были популярны эти форумы и обсуждения, очень часто встречала такое, что кто-то прям отчаянно бился за то, что обязательно бесик нужен, что они как-то обосновывали это с точки зрения анатомии, что вот у него есть специальное там отделение, куда он писает, не нужно все время ребенка держать в этом мокром памперсе, дескать, это не тогда еще памперс, наверное, особо. Нет. Не у всех было, Нет, да. когда Ильдан родился, был. Уже, да? Конечно, уже вовсю. Это же не так давно было. Я, например, была сторонницей, что бесик это уже все. Ну, как бы это было актуально, когда ты ребенка там, не знаю,
На лошади на лошади перевозила. из аула в аул. Это жесткая конструкция, позволяла ребенка положить, закрепить. Очень мощно. Ты это держал, конструкцию. Она там, даже если он, ну, как бы упадет без Безопасно сорбы, достаточно, да. допустим, да, там ребенок останется в целости, еще что-то. Конечно, это тебе не мягкая вот эта переноска от коляски, которую современные женщины носят. Но считать, что это must have прям в каждой семье, у каждого ребенка должна быть люлька, я так не считала. Слушай, а у тебя в семье было такое, ну, не поверье, как бы, предположение, что у казахов вот это вот затылки такие сглаженные, потому что они вот в бесике все время лежали? Нет. В моей семье такая байка есть, что типа Да. вот срезанный затылок, это потому что типа вот поколениями Не знаю. кочевники в Мои дети, бесике. все трое ручные, никто не лежал, поэтому, наверное, нормальный голос. Хорошо. Есть еще традиция шильдехана, это обряд, который проводится в честь рождения ребенка, это в первых днях. Да. 85% женщин считают эту традицию нужной, а 15% уже ненужной. Ну, может быть, они что-то еще Но здесь надо заменяют. вот этот нюанс отметить. Это не столько, ну, как бы там какие-то логические выводы и так далее. Любой праздник у казахов – это повод увидеться, поделиться, опять же, радостью, благостью и так далее. Поэтому наверняка это не связано там, я не знаю, с какими-то там календарными какими-то событиями. Да. Ну, то есть просто это еще один повод встретиться и поделиться, да, радостью своей. Ага. И, может быть, даже это, ну, вот эти гости не называются шильдехана, скорее вот, ну, поздравить с рождением малыша, это правда, да? Там еще были же связаны с рождением ребенка очень много традиций, типа там халжа, салу и так далее. Вот это вот все достаточно разумно было в том плане, что матери приносили готовую еду, заботились, то есть не она сама там суетилась, да, ей давали возможность восстановиться. Она вот это вот заворачивали ее в теплые шубы, в теплые одеяла и давали ей отлежаться, как бы пропотеть. Это все вот какие-то чуть ли не СПА-программы. Угу. Это было очень разумно в этом плане. Жалко, что эти традиции ушли в прошлое. Ну, видишь, 85% еще их соблюдают в Карагандинском регионе. По крайней мере, напомню, да. Мне кажется, это вот сейчас прям такой мощный возврат к этому. Уже в советское время, помнишь, когда мы делали дневники эпохи, дневники времени, проект и вспоминали, что нам пришлось независимостью, часть наших респондентов, те, которые уже родились дальше даже, чем 1980-й, они с удивлением говорили, а что еще у Зату той бывает? То есть неужели Тусаукисер тоже то делали? То есть в какой-то период этого же не было. Да. И потом вот бурно расцвело, и все вдруг начали вспоминать, что ох, оказывается, Ашамайер можно было, ох, оказывается, Затутой надо делать, и это надо делать, и это. То есть такая это вот сейчас прям, мне кажется, бум, и опрос, ну, как бы то пришелся есть вот с этим просто, связан, да, что сохраняется. Если бы этот опрос случился, может быть, лет на 15 раньше, другие были бы цифры. цифры. Потому что я еще подумала, я когда вот эти исследования изучала, я подумала, Карагандинский регион, не сказать, чтобы это самый такой наезднический, да, то есть у нас, я бы ожидала с запада Казахстана таких результатов, честно говоря. Быть, а здесь прямо удивительно, и меня это прямо радует. Просто сейчас в тренде, будем так говорить. Ну, почему бы и нет? Да? Больше половины, 50% женщин не соблюдают предписание не купать ребенка до 40 дней. А как у тебя с этим было? И вот предписание не стричь волосы младенца до 40 дней, 98 женщин соблюдают это предписание. У тебя как было? Соблюдали. Да? Мы делали, да. То есть, обязательно. У нас не купать нету такого. Угу. Мы купаем, наоборот, до 40 дней купается ежедневно ребенок, и мы чередовали один день соленого, а другой день просто мыльное. И не стричь волосы, не стричь ногти до 40 дней, это жестко. Ну, то есть вот этот вот порог, он сакральный, 40 дней, о нем понятие как бы сохраняется. Просто, может быть, не показывать ребенка, с какими-то нюансами. В обществе не выводить. Я помню в этом году, когда Касам родился, у меня его выход из 40 дней совпал с целым рядом наших семейных мероприятий. Я поехали! 40 дней стукнула, и мы такие погнали потом. Классно. Чуть больше половины, 57% женщин придерживаются предписания не давать ребенку имя, которое определили для него родители мужа. Это с чем связано? Ой, нет.
У То нас есть такого нет. стариков слушают или как? Ну, старшего сына мы назвали именем, который предложил Өлкен Ата. Как бы это традиция, не традиция, не знаю. Это, мне кажется, скорее дань уважения. Ты знаешь, мне кажется, что вот здесь как раз имеет отпечаток тот факт, что это многодетные женщины. А, Может быть, они на первых потренировались Да-да-да. младенцах, а потом решили, слушайте, это не так, как если там это Магриба, девочка Магриба, наверное, ну как-то Не, в ну, карагандинском регионе, может быть, не очень приживется. еще раз обозначь, Вот не смотри, давать имя не кого? давать, это предписание, не давать ребенку имя, которое определили для него родители мужа. Странно, да, как будто противоречие Да, какое-то, да? как это? Наоборот, если Наоборот, бы давать, если только старик, какие имеет право называть? Ну, а как это, может быть, журналисты что-то напутали, наши коллеги, и как-то так странно сформулировали. может быть. Да, но, по крайней мере, то, что в казахских семьях есть традиция предоставлять право называть младенца, это право предоставляется старшей семье, это соблюдается во Как бы многих да, это семьях. жестко. Это наше, не отказываемся, не Да. отказываемся. Большинство, 98% женщин всегда соблюдают традицию тусау кейсу. Да. Больше половины, 75% женщин соблюдают традицию сундетке отырғызу. Да. Это имеется в виду обряд обрезания. Да, да. Это даже уже не как дань традиции, это чисто из гигиенических соображений, потому что я помню, что мы тянули до последнего со старшим сыном, а потом у него вот это вот было нюанс, так называемый фимоз, и уже как бы необходимость была. И сейчас говорят, чем раньше ты это сделаешь, тем, ну, как бы правильней. А в нашей семье вот это интересно, вот именно вот эта традиция, она претерпевает тоже изменения. То есть, когда вот мой племянник совсем маленький был, ну там часть его родителей считали, что никогда ни за что, потому что травматичный этот был, видать, опыт у отца ребенка. Он говорил, что ни за что, ни за что. Сейчас уже время приближается, они уже, по-моему, поменяли мнение. Ну, я так думаю, что это, во-первых, не только дань традиции, и не только как-то результат давления всеобщего стариков в семье, да, я думаю, тут еще и фактор общества. Мальчик же будет в мужском коллективе, и я думаю, что рано или поздно он захочет быть как все. А у нас в казахском обществе многие проходят через судеб. Скажем честно. 85% женщин из 100% соблюдают традицию теляшар. Вот это интересно. Вот теляшар, мне почему-то казалось, что это какой-то, как искусственно созданный новый какой-то праздник. Нет, это было, но, скажем так, он не входит в разряд обязательных. У нас, по крайней мере. Это классно. Опять же, это про любовь к праздникам, про то, что отметить какие-то моменты своей жизни важные. Но это не обязательный пункт. Я вот сейчас сижу, думаю, да, но вот из всех этих традиций больше всего мы, конечно, любим Мишель Дихана, и особенно тусау кейсу. Мы любим. Ой, да, да. Мы любим Столько это. тепла сразу. Да, это порадоваться, что твой ребенок стал на ноги. Как бы и из всех этих традиций именно тусау кейсу это такой, он конкретно для меня, например, носит прям сакральный смысл. Мне очень вот эта вот идея о том, что ребенок шагает уже вне своего дома, ну, в смысле, выходит за порог своего дома, и перед ним открывается весь мир, поэтому ему надо разрезать путы, чтобы у него была хорошая дорога там с определенными благопожеланиями. Она мне очень симпатична. Соблюдаем. Отлично. Значит, ты входишь в Да, это я в больше большинстве. процент, да? Мы с удовольствием обсудили и сверились с результатами социологического исследования. Это заняло у нас достаточно много времени. Да, но при этом увлекательно, да, согласись, да? однозначно. И вот интересная штука. Мы же говорим вот этот умный термин, умное выражение, что женщины это агенты и проводницы традиционных ценностей, традиций. Помнишь, у нас с тобой был такой вопрос. Если женщины проводницы определенных традиционных ценностей, то что за общество они воспитывают, каких мужчин они взращивают, почему эти мужчины, не знаю, практикуют бытовое насилие, почему мы сами возмущаемся патриархальным каким-то укладом и вопрошаем, что мы же в 21 веке живем. Получается, что женщины при этом что-то еще такое делают, что воспроизводится. Да, не только позитивный момент, ты имеешь в виду, здесь присутствует. Я недавно... Вот девушка, которая с нами работала, travel-блогер, да, Алия, помнишь, Паукянова? Она недавно написала пост, у нее отношения с мужчиной, с итальянцем. Это совершенно как два мира.
Да? Два зефира. Два шапира, или так Два есть шапира. расхожее А выражение. мы скажем, Совершенно разный два менталитет, капкейка. совершенно разные методики воспитания, будем так говорить. Ну, понятно, что какие-то общие ценности, общие мировые, там, глобальные, я не знаю, они присутствуют, да, там. Но это все равно разное воспитание. И она там что-то написала про свою ситуацию, там, с подарком, ей сделали подарок, он оказался не тот, который она хотела, и вроде бы как все хорошо, и все равно она вот набралась смелости, там, как-то и высказала этому человеку, своему мужчине, что это не то, и он воспринял это нормально, дескать, сказал, извини, типа, что я тебя заставил так чувствовать, да, и пост был, в общем-то, об этом, что как, насколько по-разному люди реагируют. В ответ, конечно, ей посыпалась куча комментариев, и среди них было очень много таких уничижительных, которые показывают, что сами женщины внутри своего вот сообщества очень разные, и очень разные подходы. И мы можем как и поддержать друг друга, так и унижать, оскорблять и давить друг на друга. То есть единства даже вот среди нас нет. О чем тогда говорить, чтобы мужчины там нас еще поддерживали в каких-то своих, там, я не знаю, помыслах. Это про то, что, возможно, да, вот мы часто говорили о том, что вот, например, отношение к Ельнине, да, как дедовщина в армии, ей-богу. Вроде бы ты сама, Келин, пережила там давление Ене, там, семьи, вот это все, да, и ты должна вынести свой опыт, выйти потом из этого опыта, да, и уже транслировать нечто другое своим детям. А у нас получается, что она говорит, мен өлген жоқпын, сен де өлмейсің. И уже вот этот паттерн переносит на другие отношения, уже к своей Келинке. И получается, что женщина не только там агент или носитель или проводник традиций, да, она вот прям как будто бы сама создает какие-то да, искаженные традиции. Сама это, же... нет, это все правильно. Она как носитель, она переносит все традиции, и хорошие, и и не плохие. очень. Вот ты о чем. Вот я о чем. Интересно. А я еще, знаешь, пока тебя слушала, вспомнила, вот кандидат исторических наук, если не ошибаюсь, Салтанат Асанова давала недавно интервью. Она поясняла, что молодые-то не жили никогда рядом, у них своя юрта была. И не было такого, чтобы там Келин была там как бесплатная рабочая сила. Ну да, и Зира Науртбаева нам поясняла, что это со временем как-то видоизменилось, особенно с приходом ислама, там появилось вот это влияние. Но все равно оно есть. Это вот то же самое, как я же говорю, как в армии. Эти сами были недавно духами, пережили там какое-то давление, очень напоминает насилие, вот это вот. И тут же переносят свой опыт на уже других. Это, наверное, как что-то у нас, у человеков, не только у женщин. В этой ситуации меня раздражает то, что они апеллируют якобы что так заведено. Ничего подобного. Так не было. Ну да, все вещают со своей колокольни, не всегда разобравшись. Ну, то есть вот сейчас мы вроде как про традиции поговорили, и нам так все позитивно, все нравится там и так далее, но мы, опять же, смотрим только на хорошие моменты. Но есть и обратная сторона этой традиционности. И, например, вот я тебе говорила про тред, что там, а зачем этот халун мало там и так далее. Вот этим же вот сезоном свадебным я наблюдала две совершенно разные, да. Когда вот приносят приданое, особенно у южан вот это в моде 7 там слоев одежды, там приносят все это богато раскладывать, демонстрировать вплоть до белья, да? Некоторые девочки сами этого хотят. Они хотят зайти в семью и этой семье новой продемонстрировать, что у нее за спиной ее семья, ее достаточно благополучная. И вот она приходит с этим, и она как бы вот. А некоторые девочки уже дистанцируются от этого, и они не хотят вот этой демонстрации, считают, что это унизительно. Притаскивать с собой там 7 комплектов одежды, которая завтра устареет, и ты вынужден будешь либо ее там это раздать, либо еще что-то, да. Тут опять же, наверное, это постепенно все трансформируется, и какой смысл изначально закладывали в этом, уже забывается. И каждый несет эту традицию с пониманием со своей стороны, с тем смыслом, который он уже вложил. Называют это, традицией народной, да. А традиция-то уже как бы трансформировалась, это уже не совсем то изначально, что придумывали. Интересно, кто, как бы, вот если это происходит? Тем людям, которые спорят о необходимости или ненужности халыма и приданого,
если бы они понимали, как это в степи было устроено изначально, что там Колым это как бы была, как сказать, взнос на то, чтобы купили приданое, а это приданое, опять же, обеспечивает этим молодым людям относительно как бы благополучное существование, да? Подожди, я важная деталь как добавлю. Не молодым, роду. Роду даже, да. Да. То есть это приданное дарили не потому, что там хотели похвастаться или там что-то продемонстрировать, они обеспечивали недавно созданную семью определенным предметами. Благополучием, да. Да. Совершенно Определенно, утилитарный, практический смысл. Разумно? Разумно, я считаю. Если бы я пришла, например, без приданого, да, я вот как бы, вот какой, господи, на дворе год, я сама да? ценность. Ну, приданное мне мама подготовила. Я очень благодарна, что я в течение последних, там, я не знаю, 10 лет своего брака, ну, в смысле, в течение 10 лет брака я не покупала ни разу ничего. То есть тебе это все пригодилось? Конечно, я это все использовала в своей семье, и оно, ну, как бы облегчило мне жизнь на 10 как минимум лет. Это прекрасно. Так что я своей дочери тоже буду делать приданое. Готовься. У нас есть маленькая собственная традиция рекомендовать что-нибудь почитать из работ этнографов, исследователей, ученых. Вот мы упомянули Зиру Наурузбаеву, мы упоминаем часто Ингу Стасевич. У них есть вот как раз работы, не только у них, потому что у них есть сзади обязательно перечень других авторов, на которые они ссылаются. Вот там все про традиции, про то, какова роль в этом процессе женщин. И почему, кстати, они их называют агентами и проводниками вот этих традиционных ценностей, обрядов и всяких знаний на эту тему. Кстати говоря, сейчас же модно с ИИ все связывать, с нейросетями и прочее. Давай. Я тут полюбопытствовала, под завязку нашего выпуска, и задала вопрос чату GPT. В общем, я написала ему, порекомендуй мне источники, чтобы почитать компетентное мнение о казахских традициях. Он мне выдал 5-6 источников, ранжировано с 1 по 5 место условно. И знаешь, кто на первом месте? Чукан Валиханов. Бахыт Кырбеков. О! Та книжка, которую мы вдоль и поперек изучили с тобой. Да? Так что мы, так будем говорить... Уже и в нейросетях оставили свой след. Приятно. В общем, тот, кто захочет почитать о традициях и узнать чуть больше, как обычно, нет никаких проблем вообще. Все источники есть, даже у чата GPT. В открытом доступе. Да. Читайте, узнавайте больше, присоединяйтесь к просмотру нашего подкаста «Женщины беспокойного ума». Мы есть в соцсетях, у нас есть канал в YouTube. Ждем всех вас. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, перепосты. И сегодня про традиции с вами разговаривали Айнур Мизбаева и моя коллега Айгуль Челендинова. До новых встреч. Увидимся.